Салем, друзья! Это новый выпуск «Бизнес по-казахски». Сегодня будет эксклюзивный выпуск, потому что мы находимся в самой крупной медиакомпании Казахстана и Центральной Азии, которая выпускает крутецкие отечественные сериалы. Друзья, знакомьтесь, это Рустам Юсупов, генеральный директор Салем Social Media, это казахстанский Netflix, можно сказать. Рустам, привет! Привет! Как твои дела? Спасибо, хорошо. Добро пожаловать к нам в гости в Салем Social Media. Рустам, я вот не понаслышке знаю о вашей компании, потому что смотрел очень много сериалов. Один из моих любимых, который я посмотрел первый раз, это был 5.32, который, насколько я знаю, был снят на реальных событиях. Да? Это да, правда? По реальным событиям, да. По реальным событиям. Расскажи, пожалуйста, какой любимый сериал твой? Да, каждый проект имеет теплые отношения с моей стороны, поскольку каждый проект мы переживаем за него и, так сказать, трепетно относимся к нему. Поэтому нельзя выделить какой-то один. Но, конечно же, полюбившиеся сериалы, как многим казахстанцам и зрителям, это 5.32, Шекер, Черный двор, это последний вот как раз таки релиз нашей компании, Саке, Сержан Братан. Вот эти проекты самые считаются флагманами на сегодняшний день. Расскажи, пожалуйста, где мы сейчас находимся? Мы сейчас находимся на крыше нашего здания, в нашего офиса Салем Social Media. Здесь у нас проходят различные закрытые показы наших сериалов, мероприятия, которые как раз таки приурочены к нашим проектам. Вот это наша основная такая площадка в теплое время года, где мы проводим мероприятия. То есть это все здание ваше? Да. Вы его выкупили? Да, у нас трехэтажное здание. На первом этаже у нас базируются ребята, кто относится именно к производству. Это режиссеры монтажа, звукорежиссеры. Также там сидят ребята-аналитики, архивариус. На втором этаже больше такая творческая команда расположилась. Там у нас креативные продюсеры, исполнительные продюсеры, отдел СММ, маркетинг, пиар, дизайнеры, ну и административный отдел. Вот. На третьем этаже вот непосредственно у нас есть переговорка, где мы проводим наши встречи, и крыша нашего здания. Вот. А сколько здесь квадратов? 4000 квадратов, если брать еще плюс подвал, где у нас есть в нашем же здании, бомбоубежище мы его называем. В общем, 4000 квадратов. А что здесь было до этого, если не секрет? Это бывшая столовая Кировского завода. Да, постройка здания там вроде была в 60-х годах. После этого это здание выкупили ребята, которые сделали здесь арт-площадку, арт-пространство такое. Здесь проводились различные мероприятия, также на этой крыше. Они задействовали также и нижние этажи. После уже было выкуплено нашей компанией у них. Рустам, расскажи, пожалуйста, что такое Салем, как он зарождался и как ты пришел в эту компанию? Ну, Салем начал функционировать в 2018 году, зарегистрировался, и это началось как большая медиакомпания. Свой путь начал с таких легких форматов, вайны, пранки и различные шоу, которые, в принципе, в то время набирали очень большую популярность. Со временем переквалифицировались, и команда перенастроилась на создание веб-сериалов. И с 2019 года у нас вышел как раз первый наш веб-сериал, Дорама, называется Сюмкем Stories. После этого уже вышел Харапаим Хайрат. С 2019 года мы активно занимаемся именно созданием и продвижением веб-сериалов. Вот, и сейчас это основное направление. Для меня Салем начался в апреле 2018 года. Я пришел на позицию старший исполнительный продюсер, меня пригласили. Ну и по истечению времени, на сегодняшний день, с мая 2021 я являюсь генеральным директором Салем Social Media. Есть компания Netflix, есть Салем. Вот как они, чем они похожи? Вообще можно назвать? Масштабами? Масштабы. Да. У Netflix, конечно, колоссальные масштабы и в плане выдачи контента. Второй момент — бюджета. И, то есть, здесь, если честно, конечно, приятно, когда нас сравнивают и говорят, что мы казахстанский Netflix, но нам до них еще очень-очень долго. Мы это понимаем, но мы и не пытаемся стать каким-то казахстанским Netflix. Мы отличаемся как раз своей аутентичностью и лояльностью. То есть локальный наш контент, он больше имеет эффекта на нашего зрителя, он ближе к нашему зрителю. И поэтому мы все-таки стараемся делать контент для нашего локального зрителя. Расскажи, пожалуйста, про шоу Аллею славы. Аллею славы. Ну, здесь у нас вы видите 23 кнопки, каждая серебряная 23 кнопки, каждая кнопка дается за 100 тысяч подписчиков на YouTube-канале. Вот, а сверху у нас идут уже каналы-миллионники,
3 кнопочки. Там же даются каждый миллион подписчиков на YouTube-канале. Карапаим Кайрат, пацанские истории. И Салем Эпизодс, да. Что такое Салем Эпизодс? Салем Эпизодс, на этом канале выходили проекты, такие как Апак Келим. Вот, и этот же проект довел этот канал до 1 миллиона подписчиков. Пацанские истории — это все наши топовые сериалы, которые я перечислил ранее. Это Шикер, Сержан Братан, Черный двор на этом канале. А Карапаим Кайрат — это чисто казахоязычный канал, где выходили 4 сезона Карапаим Кайрат, и скоро стартует 5-й там. Плюс там выходил туркестанский сериал. То есть это чисто казахоязычный канал, где также выходят очень крутые проекты Салема. Какой на сегодняшний день самый успешный сериал? По смотрительности? Да. 5.32. 5.32. Набрал, да. Он держится, да. Сколько у него? По просмотру у него уже около 40 миллионов подходит. 40 миллионов. Здорово. То есть я так понимаю, вот, допустим, серебряную кнопку дают за 100 тысяч подписчиков, потом этот же канал получает за 1 миллион пацанских историй. Какие у вас еще есть награды? Здесь мы с 2021 года пошли себя продвигать на международном рынке и подаем заявки на различные фестивали, которые проходят во всем мире. И у нас есть первые такие победы, их уже 14, но самые такие масштабные победы у нас еще впереди. Вот. Здесь мы получили в Корее за сериал «Шикер», за лучшая веб-драма, Пусанский фестиваль, Asia Content Awards в 2021 году. В Штатах у нас Сержан Братан получил 2 награды, как лучшая веб-драма и лучшая режиссура. Это национальная, наша премия была на УРЫС недавно проведена, лучшие сериалы, веб-сериалы и телесериалы. Там мы просто взорвали, мы взяли 7 побед. 7 побед из 13 возможных. Да. То есть вот у нас одна тарелочка, поскольку это за лучший сериал Сержа Братан, а все остальные награды ушли как раз таки там лучший актер, там, лучший саундтрек, лучший оператор. То есть мы ребятам эти награды передали. Это у нас тарелочки, которые по традиции разбиваются после первого кадра отснятого материала, какого-либо сериала. Эти тарелочки у нас остались, продублировали их для такого, знаете, для интерьера мы их храним. То есть проект «Асау» — это драматическая драма спортивная, которая выйдет в этом году. Карапаим Кайрат 4-й сезон, который опубликован, и Апак Келим 2-й сезон тоже был уже в сети. Мне вот всегда было интересно, вот когда вы получаете какую-то премию, что это вообще значит? Это пиар, по большей части. То есть денежных средств нет, денежных средств мы каких-то не получаем, каких-то огромных денег. Это в первую очередь для нас, как, знаете, приятный бонус. Приятный бонус, который как раз-таки, если честно, мы не ставили при создании этих сериалов, не ставили то, что чтобы будем участвовать в фестивалях и, возможно, что-то выиграем. А здесь, когда получаешь такие награды, понимаешь, что мы делаем что-то полезное и крутое. Это интересный вопрос сразу же. На каких площадках вы размещаетесь сейчас? Основная площадка — это YouTube, потому что все мы знаем силу и популярность этой площадки, и доступ к ней. То есть он возможен там с любой точки мира, да. Партнерская площадка, и сейчас самая активная, на которой мы будем выдавать новые серии наших сериалов, это же ТВ+. То есть это приложение, оно, да, у него есть 3 версии, это веб-версия, у него есть мобильная версия и плюс Smart TV. Для нас это очень классно, потому что многие пользователи и зрители к нам раньше всегда обращались, почему мы не можем транслировать и смотреть контент от Салема на больших экранах. Сейчас эта возможность появилась. Первый релиз нашего сериала «Черный двор» как раз таки сейчас охватил аудиторию там и привел новых подписчиков, 125 тысяч установок и регистраций ТВ+. То есть появилось у людей. Расскажи, пожалуйста, что есть в вашей студии, давай прогуляемся, посмотрим кабинеты. У нас полный цикл производства, начиная от создания идеи, написания идеи и съемок. И плюс к этому мы еще продвигаем активно. То есть мы не работаем там в одном только ключе, только создание контента. А у нас очень сильный еще ресурс продвижения. Мы можем начать с этого кабинета, я думаю. Здесь у нас сидят исполнительные продюсеры. Как раз таки ребята... Сразу можно объяснить? Здравствуйте. Кто такой исполнительный продюсер? Исполнительные продюсеры — это ребята как раз-таки, кто формирует бюджет и как раз смотрят за рыночными ценами производства контента. Плюс на них организация всего съемочного процесса. Они отвечают за полную поставку всех ресурсов, которые необходимы для съемок. После этого, когда даже контент попадает на монтажно-тренировочный период, ребята также следят за этим, чтобы все
проекты дошли до зрителя. Короче, за финансы, да, отвечает? Финансы, организация, да. Организация. Да. Так. Здесь у нас переговорка. Вот как раз здесь ребята сидят, штурмят над каким-то новым контентом. Можно заглянуть к ним. Интересный кабинет. Да. Всем привет. Можно мы вас быстро здесь подснимем? Здрасте, Вот. здрасте. Здесь вы можете посмотреть, как проходит штурм, продвижение проекта. Сейчас я какого? Карга, да? Сразу активная деятельность создалась. Вот. Да, все. Все, спасибо, можете расходиться. Вот, Я вижу, спасибо. что ребята в основном все молодые, да? Да, у нас очень молодой коллектив, средний возраст 25 лет, я думаю, даже, возможно, и младше. Ну, мы, конечно, всегда даем возможность именно молодым ребятам показать себя в процессе. Здесь у нас сидят СММ-специалисты, которые как раз сейчас находятся на штурме. Там у нас продакшн-директор, он в отпуске. Сразу такой вопрос. Какой штат у вас? Сколько человек? У нас 80 человек 80. в штате, да. Это полный штат, если брать. Часть сотрудниц находится в декрете, часть сотрудников удаленно работает, поэтому в офисе постоянно где-то кто-то на съемках, в офисе где-то находится около 50-55 человек. Здесь у нас пиар-отдел. Пиар-отдел? Да, тоже ребята сейчас вот на штурме. Здесь у нас Вот отдел... как раз Юля, Да, покажите, пожалуйста, наш Юлю. директор пиар-отдела. Юля, директор, она ходит и бдит, чтобы Рустам не сказал ничего лишнего, да? Здесь у нас сидят диджитал-продюсеры. Вот, да. Ребята, как раз, которые курируют Здрасте. проекты. Можно показать ваш кабинетик? Да. Здорово, здорово. Долго не будем задерживаться? Да. Так. Вот, здесь у нас открытая зона, для того, чтобы, если кто-то из сотрудников хочет, у кого-то встречи какие-то проходят, они могут их провести здесь. Это получается коврике. такой, как Да. мини-Google. Здесь можно и поспать, и можно и покушать. Здесь Здорово. у нас, да, различные кофейные аппараты, кухня, где ребята могут перекусить. То есть мы А это всё стараемся платно? создать. Да, к сожалению, да. Здорово. Ну, со временем, я надеюсь, мы придем к тому, что нам позволит Содержать всех содержать сотрудников. всех сотрудников Как и кормить Гугле. их бесплатно. Так, это 3-й этаж, да? Это второй этаж. Это 2-й этаж. Да. На крыше мы были, это 3-й этаж. Это 3-й. Да, и внизу у нас именно производственный отдел. Ага. Здесь у нас сидят креативные продюсеры. Креативный продюсер. Это как За раз что таки- отвечает креативный продюсер? Если исполнитель Ох. отвечает за организацию и финансы, то креативный продюсер... Креативные продюсеры — это самое сложное на сегодняшний день. Это как раз-таки придумывают идеи, Ага. пишут их, расписывают, добавляют в него сюжетные линии, добавляют различные там интересные события, которые как раз-таки зацепят зрителя, и зритель посмотрит обязательно все серии и будет прям переживать за всех героев. Вот. А главная задача креативных продюсеров. Ну и плюс они, конечно же, не выключаются, когда идет продвижение проекта. Весь креатив, который присутствует во время продвижения контента, непосредственно ребята тоже курируют его и бдят над ним. Классно. Вместе совместно там с отделом СММ. То есть я сейчас понимаю, что Салем — это целая машина. Салем, да, огромная машина По производству. по созданию и продвижению контента. Программа по домам. Здесь у нас отдел маркетинга. Здрасте. Знакомьтесь, Виктория. Виктория, Это наш диджитал-директор. диджитал Да, директор. недавно заступила в новую должность, поэтому Виктория у нас отвечает как раз-таки за продвижение, за СММ, за маркетинг, за все вот эти вот отделы. То есть на ее хрупкие плечи как раз легла эта задача. Вика, расскажи, пожалуйста, про ваш контент на сегодняшний день и как вы продвигаетесь. Ну, контент у нас на сегодняшний день уже довольно разнообразный. То есть, если посмотреть на нас там 3 года назад, то мы были нацелены больше на мужскую аудиторию, такие вот сериальчики, связанные с какими-то там пацаны на районе, или там пострелять, или это, то на сегодняшний день мы уже расширяем нашу аудиторию. Мы уже уходим на семейную аудиторию, на женскую аудиторию. Об этом свидетельствуют наши последние такие, назовем их давай хитами. Это «Апак-Келин», 2 части. И вот в прошлом году вышла «Няня». То есть «Апак-Келин» — это больше такая семейная аудитория, а «Няня» — это прям вот мы уже нацелены на женскую. Продвижение, оно всегда зависит от сериала, от целевой аудитории, на которую она рассчитана, от региона, на который мы предполагаем, что он будет идти. Ну, в целом, конечно, у нас есть какие-то общие базовые вещи, но и для каждого конкретного случая мы еще разрабатываем, дорабатываем какие-то идеи, может быть, какие-то уникальные идеи.
может быть, какие-то вещи, которые мы до этого не практиковали, но вот там начинаем практиковать. А, кстати, опять-таки, насчет разветвления, мы помимо того, что уходим в разную аудиторию, мы еще уходим в разную жанровость. Например, в этом году, в конце прошлого года или в этом году, в конце прошлого вышел сериал в жанре хоррор. Это «Алас», это наш такой первый тестовый контент. Мы хотели посмотреть, как аудитория воспримет, готова, не готова. Причем контент был на казахском языке. То есть мы вот прям максимально постарались посмотреть, насколько это. И в целом мы довольны результатом. Более того, после того, как вышел «Алас» в эфир, к нам стали приходить варианты, сценарии, которые тоже уже идут больше направлены в такой жанр хоррор, мистика, ужас. Вот, поэтому развитие идет постоянно. Помимо расширения аудитории, мы еще и расширяем непосредственно направленности нашего контента. Так самый эффективный канал продвижения, это какой на сегодняшний день? Я не буду говорить за весь рынок, я скажу за Salem Social Media. И самый эффективный канал на сегодняшний день для нас YouTube. YouTube, да. Поэтому все наши сериалы выходят в первую очередь на YouTube. YouTube понимает, что наши сериалы интересны аудитории и начинает наливать нам очень много органического трафика. Поэтому наша задача в первую очередь раскачать как можно сильнее YouTube. И мы для этого используем, как сам YouTube непосредственно, мы работаем внутри, там мы используем и всякие шорты, и работы с сообществами, и работы с комментариями внутри YouTube. Также мы нагоняем, условно, давай так назовем, туда трафик со всех остальных социальных сетей. То есть это Instagram, это Telegram недавно стали использовать, и это TikTok. В очень большей мере стал для нас хорошо работать TikTok. Как мы это стали понимать, ну, ты знаешь, что TikTok немножко сложно отследить, но мы стали работать активно с TikTok, туда накидывать всякие нарезки, какие-то интересные, может быть, факты, какие-то доп-контент. И мы обнаружили, что на те проекты, на которые мы делаем доп-контент в ТикТоке, очень сильно возрастает поисковый запрос в Ютубе. Ну, то есть в ТикТоке же нет такого, что ты перешел, но мы видим, что в Ютубе просто вот там, типа, Черный двор, Алас, неважно, оно просто там, если раньше у нас было 10%, может быть, поискового трафика, то сейчас он на одном из проектов дошел до 40 или до 50. Поэтому, да, мы из этого можем судить, что TikTok для нас работает, но YouTube все равно остается самым таким охватообразующим каналом. Да, и теперь самое интересное просто вот про рекламную интеграцию. Я, допустим, рекламодатель, мне нужно прорекламировать свой товар. Сколько это будет стоить? Ну, опять-таки, конкретной цены я не скажу, потому что все зависит от многих факторов, от того, что это за проект, какие актеры в нем снимаются, насколько там дорогой антураж, там, на каком канале он будет размещаться и какие планы по продаже. Потом, опять-таки, сама интеграция, что это будет скетч или внутри самого проекта, то есть когда заходит на уровне сценария. Но сразу скажу, что если клиент заходит на уровне сценария, то это будет несколько дешевле, потому что он попадает в съемки, в съемках уже не надо дособирать съемочную группу по новой, там не надо весь этот антураж восстанавливать, просто там есть определенные там доплаты за гонорар актерам, за там, может быть, какие-то доп-смены, чтобы доснять, но все равно это будет дешевле. И вот такой вариант, он будет, наверное, идти где-то от 3 миллионов там, и выше. Да. Но там, опять-таки, зависит от того, какой объем закупают, потому что у нас есть там система лояльности, которая там за большой объем мы даем какие-то бонусы, мы даем скидки. То есть понятно, что финальный чек, он не будет как 3 миллиона выглядеть, но если там рассмотреть в разбивке, то, может быть, даже и ниже будет за одну интеграцию. Если это какие-то скетчи, когда требуется досъем, то там цена уже будет выше, она, ну, наверное, опять-таки в зависимости от, ну, наверное, там от 5-6 миллионов. Здесь у нас тоже очень такой интересный кабинетик. Это у нас ребята-дизайнеры здесь работают. Здрасте. Вот. Все здесь постеры тоже... и все, что связано с каким-то креативом по проекту, это вот все ребята сами создают своими руками различные. Вот, все давно работаете в этой компании? Картинки. На самом деле, да. Да? Больше 3 лет. Нравится? Вполне. Класс. Молодцы. Классные у вас постеры всегда. Благодарю. Мы спустились на первый этаж. Здесь у нас как раз-таки ребята, кто занимается постпродакшеном контента. Сейчас мы зайдем к звукорежиссерам. Здесь у нас чистится звук, проверяется синхронность картинки со звуком. И вот ребята, у них полноценный цикл, можно сказать, также записи. Здрасте, здрасте. А где звукорежиссер? Звукорежиссера нет. Вышел. He is absent. Вот. У нас профессиональное оборудование, классно, стоит, которое, в принципе, не всем доступно в Казахстане.
Поэтому мы очень бдим за качеством не только картинки, но и звука. Дорого? Дорого. Дорого. Дорого, богато. Дорого, богато. Вот, но это стоит того, для того, чтобы наш зритель получал там, прям погружался в атмосферу каждого сериала. Классно. Вот здесь у нас мини-звукозаписывающая студия. Ага. То есть сейчас пока это выглядит так, актер заходит за А, то есть дубляж, да? Да, Там? за шумопоглотитель заходит, записывается. Очень круто. Да. Дальше мы пройдем к режиссерам монтажа, к ребятам, где у нас отчасти у нас есть совместное производство контента. Когда такой проект заходит в Салем, ребята сами монтируют весь проект. Но по большей части здесь ребята занимаются тем, что подготавливают именно материал для продвижения контента. То есть это какой-то доп-контент весь. Здрасте, здрасте. Вот. Так, интересно. Можете посмотреть, подснять. А сколько... Что-то эксклюзивное может попасть к вам в кадр, да? Что там может... Вот как раз-таки, да, это эксклюзив. Что там? Это у нас выход нового сериала «Карга». Релиз этого сериала 31 августа на ТВ+. Вот, и сейчас ребята как раз готовят дополнительный материал для продвижения. То есть его на YouTube еще нет? Нет, он 31 августа появится первая серия Сразу на YouTube, на канале ОМР. Первые 5 серий, они будут на ТВ+. Классно. Вот здесь у нас проходит тоже кастинг к новому проекту «Система». Раз можете заглянуть. Вот здесь у нас как раз девочки, которые занимаются непосредственно кастингом. Здрасте. Знакомьтесь, Настя, это наш кастинг-директор Салем Social Media. Это человек, через которого вы можете точно попасть в проекты Салема. Настя, скажи, пожалуйста, как попасть к вам в сериал? Вот обычному человеку. Следить за нашими новостями? Так. Ну, вот начинающий актер, что он должен иметь? Какую базу? Там, может, у него должны быть какие-то фотографии уже готовы, либо видеопробы, чтобы он вам отправил. Но в первую очередь мы запрашиваем фотографии и какую-то краткую информацию о себе. Если человек к нам подходит, мы приглашаем уже к нам в офис на видеопробы. А кто отбирает актеров? Уже в конце. Режиссер? Режиссер. Ну, финальный режиссер, да. А перед режиссером я смотрю. Вот мне всегда было интересно, сколько зарабатывает казахстанский актер? Вот давай от и до. Ну, в среднем, я думаю, 1015 за смену. Ну и до это по-разному, прям максимально по-разному. Смена это сколько часов? 12. 12 часов, да? Это, получается, самый начинающий актер, который там, у него вообще не было никаких ролей, он получает от 15 тысяч. Ну да. Это главная роль или... Нет, главная роль побольше, это эпизоды. Массовка там еще, конечно, меньше, у кого нет слов, а вот эпизоды со словами, ну, в среднем от 15 тысяч. А вот, может быть, ты знаешь, там самый крутой актер в Казахстане, сколько он зарабатывает денег? Я знаю, но озвучивать не буду. Ну, давай. Нет, Мы же не будем говорить, какой актер. Ну, пусть $1000 будет. $1000 за смену? Да. О, такое бывает. Бывает. То есть... Так ему не платят. Ты хочешь сказать, что в Казахстане выгодно быть актером? Нет. Но у нас мало кто может заплатить такие деньги, поэтому мы отказываемся от, Не, ну актер это же не только там человек, который снимается в кино, да, в сериалах, он же потом может что-то рекламировать. На соответственно, можно больше заработать. Вот. Да. В кино, конечно, так много не платят. На тоях. Провести какой-нибудь той. Ну, возможно, это уже То от есть у нас актера такой, зависит. да, бизнес по-казахски. Да. Ну, актером быть нормально в Казахстане. Или есть куда расти? Есть куда расти. Расскажи, пожалуйста, сейчас, что вы снимаете сейчас? Мы в этом году запустили на сегодняшний день 10 проектов. Часть из них уже отсняты, и часть сейчас находится в съемочном периоде. Кстати, у вас есть уникальная возможность попасть на площадку одного из проектов наших, который сейчас снимается, это 60 килограмм. Да, посетить, и вам ребята покажут как раз эту кухню изнутри, так сказать, и вы можете погрузиться в съемочный процесс. И часть проектов у нас сейчас находится на монтаже, который как раз релиз будет в конце этого года и начале следующего. Круто, ребят, давайте съездим на действующий сериал. Друзья, а пока мы собираемся на съемочную площадку, есть время перекусить. И я всегда вожу с собой свой любимый казахстанский шоколад. А вы знали, что шоколад повышает активность мозга и улучшает настроение? Ну, угощайся. Друзья, мы сейчас попали на съемочную площадку. Александр, как дела? Отлично. Расскажи, пожалуйста, что сейчас снимаете и как вообще происходят съемочные процессы? Сейчас мы снимаем спортивную драму. Рабочее название 60 килограмм, думаю, такое и останется. Сериал как бы на популяризацию спорта в Казахстане, но также он затрагивает такую тему, как
конфликт родителей и детей, когда ребенок хочет добиться чего-то своего, и ему нравится своя профессия, допустим, или, например, он хочет стать спортсменом, вот как у нас в истории, а родители... Бывают такие моменты, что родители не добились какой-то своей мечты в детстве, и, в подростковом возрасте. И, получается, они навязывают эту идею своему ребенку. Ладно, Вот. весь этот сюжет не будем рассказывать, да? Посмотрите обязательно на канале Салема. Расскажи, пожалуйста, вообще, вот ты продюсер. Да. Какие еще есть направления, какие еще есть кадры, кто вообще работает на площадке? Получается, каждый человек как бы на площадке важен, начиная от режиссеров, продюсеров, от постановщиков до людей, которые обеспечивают площадку комфортом, которые отвечают там за еду, за развозку. Любой человек, здесь нет лишних. Каждый он очень важен. Вот, но начинается, конечно, подготовка вся с набора постановщиков. Это режиссер-постановщик, оператор-постановщик, художник-постановщик, это художник по костюмам, художник по гриму. Это, получается, одни из основных позиций, это кастинг-директор тоже. Это кто изначально начинает всю эту подготовку. А дальше уже, когда собраны актеры, когда утверждены там локации, объекты, когда идут уже какие-то освоения, в это время проходит кастинг, и набирается в это время команда, которая ассистирует постановщиков. Это команда, которая обеспечивает комфорт на площадке. А вообще много ли людей в среднем работает на одном сериале? У нас получается до 50. До 50 да. человек. На сериалах до 50. Теперь такой интересный вопрос финансовый. Сколько стоит примерно в среднем съемка одного сериала? На данный момент, я думаю, это цифры для веб-сериалов, наверное, от 4 до 7 миллионов за серию. За серию, да? А в среднем сколько серий? В среднем 10-12 серий. 10-12 серий, да? А сколько времени нужно, чтобы снять сериал? Вот от начала до конца? Тут, получается, все зависит от того, как прописан сценарий. Если огромное количество есть переездов, огромное количество объектов, если есть какие-то сложно-постановочные вещи, если есть какие-то, может быть, другие города, то это, конечно же, будет больше. Это, наверное, будет до 30-40 смен. Вот. А если, в принципе, прописано это укомплектовано все, или, может быть, даже с одной локацией, то можно снять за, наверное, 16-22. Это средняя цифра, да. Да. Конечно же, все зависит от истории, от сценария. Плюсы и минусы работы в кино? Из плюсов это, конечно же, такой драйв. Это всегда что-то новое. Ты сталкиваешься с абсолютно всеми профессиями, которые вообще существуют. Там, от, не знаю, учителей, врачей до военных, не знаю, заводчан. Это огромное число новых знакомств. Это огромное число новых лиц, которых ты видишь. Это, не знаю, сотни и сотни людей в месяц, с кем ты пересекаешься, знакомишься и налаживаешь какие-то отношения, чтобы, потому что сценарии бывают разные, и прописано может быть там что угодно. Вот, поэтому, это, конечно, интересно. Это всегда новые знакомства, всегда что-то новое ты узнаешь для себя, пытаешься разобраться там, не знаю, как летает ракета где-нибудь, если на Байконуре будешь снимать, и там как, при какой температуре там плавится металл, что-нибудь там, что угодно, если ты снимаешь на заводе. Вот. Это, конечно, такие одни из самых больших плюсов, самый большой плюс. Так, а сложности? Минусы, наверное, это довольно-таки большой стресс. Большой стресс. Да, может быть, на подготовке еще более-менее как-то, но во время съемочного процесса может быть огромное количество каких-то нештатных ситуаций, с которыми ты сталкиваешься, и, это очень стрессовая работа. Мне кажется, в каждом департаменте абсолютно. Расскажи, пожалуйста, Рустам, сколько можно зарабатывать на сериалах? Что касается салемовских именно сериалов, то здесь мы для себя определили несколько путей монетизации контента. То есть это первое, самое такое органичное, которое к нам приходит, это от просмотров в Ютубе. Там небольшие цифры, но все равно определенная сумма ежемесячно нам поступает. Второй момент – это интеграция какого-то либо продукта в наш контент, то есть рекламирование бренда внутри контента. Третий путь – это продажа самого контента на различные площадки. И четвертое – это же, конечно же, создание полнометражных фильмов и прокат в кинотеатрах. То есть вот 4 пути по именно монетизации и зарабатыванию денег, можно сказать так. Вот. И в дальнейшем, в последующем мы, конечно же, планируем расширяться и думать о новых источниках прибыли, где непосредственно 100% будет использоваться наш контент.
А какое направление монетизации самое прибыльное на сегодняшний день? Самое прибыльное это кинотеатры. Кинотеатры. Именно прокат в кинотеатрах. Кейс с пацанскими историями как раз-таки показал это. Вот я слышал, около миллиона, да, заработали на... Чуть не заработали. Общий сбор, кассовый сбор был в 525 миллионов тенге. 525 миллионов тенге? Плюс к этому мы этот же проект «Пацанские истории» продали на площадку Кинопоиск. Вот оттуда получили еще денежку. И если вычитывать оттуда там стоимость производства, доли кинотеатров, дистрибьюцию, расходы на маркетинг, то фильм себя окупил в 3 раза. В 3 раза? Да. То есть вы еще и заработали? Да. То есть сейчас Салем окупает себя? Сейчас нет, но мы идем в сторону самоокупаемости. У нас есть такое в целях, в KPI, что нам нужно выйти на самоокупаемость. Через сколько примерно? Я надеюсь, 1,5-2 года. 1,5-2 года? Да, мы придем к этому. Желаем вам удачи. Спасибо большое. А какой самый дорогой сериал на сегодняшний день у вас? Если брать из действующих, это тот, который отсняли, но мы еще его не публиковали. Это 1286. Это... Продолжение 532. Ну, это не продолжение 532, это от создателей 532, от режиссера и продюсера Алишера Утева. Ну, концепция та же. Да. Там, по большей части, то, что идейным вдохновителем и как раз-таки создателем этого проекта был Алиш. Поэтому можно сказать, что это одна история из трилогии, которую Алишер делает для нашей компании. Вот 12.6. Он еще не вышел. У нас на этот проект очень большие планы и большие ожидания от него, поэтому его сейчас пока не впускали релиз. Сколько денег? Но я думаю, что самый дорогой проект, он впереди еще в Салем. Я очень надеюсь на то, что мы сделаем какой-то масштабный и крупный проект там, за рамками наших бюджетов, которые мы можем себе позволить. Ну, то есть ты не можешь, да, озвучить сумму? Сколько было потрачено на этот сериал? Нет, пока не могу, потому что сейчас вот как раз ведутся переговоры по продаже этого контента, и вот, к сожалению. Пока это коммерческая тайна. Как только сделка какая-то состоится и будет какая-то продажа, мы, конечно же, озвучим. Расскажи, пожалуйста, планы на развитие. Как вы будете масштабироваться? Какие у вас дальнейшие цели? Что касается локального зрителя, то мы сейчас вот плотно сотрудничаем с площадкой ТВ+. Контент эксклюзивно выходит у них на площадке. И если говорить то есть, про международный рынок, то у нас есть кейсы продажи контента на российские платформы, такие как Старт и Кинопоиск. Мы, конечно же, дальше хотим идти в это направление. Ну и потихоньку, благодаря нашему международному отделу, мы планируем все-таки выйти на мировые площадки, крупные мировые площадки, и в то направление мы как раз-таки все свои мысли и силы направляем. То есть это для нас в первую часть, конечно же, признание нашего контента и наших креаторов где-то за рубежом. Для нас это вот такая глобальная цель на сегодняшний день и, так сказать, мета-цель. Рустам, спасибо большое, что пригласил нас сегодня к себе, показал свой медиа-храм, можно так сказать, да, и рассказал нам интересные вещи. И в конце, по традиции, мы просим дать совет начинающим, может быть, медиа-мейкерам, не знаю, креаторам, которые захотят в будущем работать в сфере медиапроизводства. Пожалуйста. Ну, самый главный совет – это трудиться и развиваться в том направлении, где вы хотели бы себя проявить. Ребят, вы просто не представляете, что в этом пакете. Юль, расскажи, пожалуйста, что мы подарим и за что мы подарим этот подарок нашим зрителям. Я думаю, что вашим зрителям повезло больше всех, потому что такой уникальной возможности ни у кого больше не будет. Потому что это супер эксклюзивный бокс от Черного двора со специально разработанной игрой. Пойдемте поближе посмотрим, что туда войдет. Ребята, у нас таких подарков еще не было. Посмотрите, что там. Кто смотрел «Черный двор»? Я больше скажу, это единственный такой бокс сейчас, на котором есть авторские еще автографы, да, от главных героев. Собственно, здесь сама игра-ходилка. И как же получить бокс? Все очень просто. Под этим видео вы оставляете комментарий на тему того, почему вы выбираете сериал «Салем». И самый креативный из комментариев получит, собственно, этот бокс. Ребят, очень круто. В течение месяца мы будем следить за вашими комментариями. За самый креативный комментарий мы подарим этот бокс. Вообще круто. Спасибо, Ель.